Я сам не знал, когда выдвинули это. Я от жены слышал, кто там в WhatsApp за тебя кто-то разговаривает. И поэтому большое значение сперва не имело это. Потом как-то, как в спорте, стало как-то интересно. Люди знают, здороваются, говорят, мы за тебя голосовали. Это радостно стало как-то. Это народный выбор. Он обязывает большому, наверное. Еще раз придется работать посильнее еще, наверное. В конце сентября мы объявили сбор заявок среди кандидатов на номинацию «Учитель» Всенародной премии «Гордость Якутии». К нам сразу стало поступать очень большое количество заявок. Мы, честно говоря, не ожидали такого наплыва. Каждый день все больше и больше писем приходило к нам на почту. Но было очень радостно, что такое большое количество заявок к нам поступило. В итоге в номинации «Учитель» Всенародной премии «Гордость Якутии» участвовало 88 кандидатов из 28 районов республики. Мы объявили голосование. Якутяне тоже проявили большое неравнодушие к этому голосованию, и все больше и больше людей присоединялось к нему. И таким образом в отборочном туре поступило порядка 18 тысяч голосов. Люди обращались, звонили по телефону, спрашивали, до какого числа продлится голосование. То есть они выражали большую заинтересованность в этом голосовании, в продвижении своих учителей, в том, чтобы заслуги их учителей были замечены широким кругом общественности. Сейчас мы уже запустили голосование в номинации «Молодежный лидер». В этот раз у нас участвует порядка 35 человек в голосовании, то есть 35 кандидатов. Люди уже очень активно голосуют за них, то есть мы открыли альтернативную площадку для голосования в социальной сети ВКонтакте, и для тех, у кого не получается отдать голос на основной площадке, потому что у нас есть определенные ограничения во избежании накрутки голосов, те могут проголосовать ВКонтакте, просто поставив +1 за своего кандидата. Приглашаем людей к участию, надеемся, что очень много людей проголосуют за молодежных лидеров.